Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие друзья! В сложные времена всегда есть место для доброты и бескорыстности. Как известно, по всей стране ввели карантинные меры. Люди нуждаются в помощи, и мы не смогли пройти мимо. На протяжении последней недели марта и по сегодняшний день добровольцы Головного колледжа и филиалов обеспечивают вещами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания пожилых и маломобильных граждан. Спасибо вам, вы делаете правое дело. Также напоминаем вам, что на данный момент вся учеба в нашем колледже ведется при помощи дистанционных технологий. Надеемся, что курсанты проявят себя и покажут только положительные результаты. Наконец-то наступила весна, и позади череда незабываемых учебно-тренировочных спелеологических выездов в удивительную пещеру геологов 2. Надолго останется в памяти красота Пермской тайги, звездное небо над головой, ужины в пещере на глубине 100 метров и уникальные глиняные сталагмиты и пирамиды. Мы еще раз благодарим спелеологов, сопровождавших наших курсантов, за прекрасную возможность ощутить, что такое спелеология. Месяц март нас встретил удивительным и романтичным мероприятием. 2 числа состоялся наш первый бал КГИМС, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Юноши в парадной форме, девушки в вечерних платьях. Что может быть более красивым? Спасибо организаторам за этот роскошный вечер. А 6 марта в колледже прошел плановый учебно-полевой выход в виде соревнований по лыжным гонкам. Девушки преодолевали расстояние в 3 километра, а юноши 5 километров. Дорогие курсанты, напоминаем вам, что результаты полевого выхода оцениваются во время зачетов по физической культуре. В честь Международного женского дня по всей стране от Всероссийского студенческого корпуса спасателей стартовала акция «Вам, любимые». И наши добровольцы из Удмуртского, Ульяновского и регионального отделения Республики Марий-Эл поздравляли на рабочих местах сотрудниц управления МВД и МЧС России. Также 8 марта в парке Горького города Москвы прошел массовый забег «Цветы любимым». Курсанты колледжа, участники отряда «Доброволец» совместно с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей пробежали дистанцию 400 метров и на финише подарили цветы милым девушкам. В рамках патриотического и культурно-нравственного воспитания в первые 2 недели марта курсанты колледжа посещали музей МВД по Удмуртской республике. Благодаря рассказам экскурсовода они познакомились с деятельностью полиции в разные годы и с различными подразделениями в структуре ведомства. Ввиду режима самоизоляции посещение музея временно приостановилось, но скоро наши встречи обязательно продолжатся. Еще одно трогательное и красивое мероприятие состоялось 12 марта. В Государственном цирке Удмуртии прошел весенний кадетский бал. Юные кадеты в составе клуба патриотического воспитания «Барабанная линия» открывали мероприятие и порадовали всех своим насыщенным выступлением. С 14 по 15 марта состоялся финальный 3-й этап полевого выхода «Выживание» в рамках экзамена по автономному существованию в природной среде. Курсанты совершенствовали свои убежища, разводили костры, готовили пищу и преодолевали различные трудности, связанные с погодными условиями. А им было действительно нелегко из-за низких температур, осадков и географического положения. Это подготовка к реальным опасностям и опыт выживания. Надеемся, что он им никогда не пригодится в реальной жизни. 17 марта в зале заседаний Государственного совета Удмуртской республики прошел очередной урок мужества. Он продолжил цикл мероприятий в рамках акции «Дорогой памяти к победе». И уже по традиции, после минуты молчания, право возложить цветы к вечному огню предоставилось курсантам колледжа. Это большая честь для нас. 21 марта в Головном колледже и наших филиалах Ульяновской и Йошкар-Олы прошел плановый день открытых дверей, где в очередной раз курсанты колледжа, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей продемонстрировали свои практические навыки. Спасибо абитуриентам, что посетили наше учебное заведение, и надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. А теперь перейдем к новостям наших филиалов. В Республике Марий-Эл в начале марта прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди средних профессиональных образовательных учреждений, в которых курсанты нашего колледжа приняли активное участие и показали отличный результат. В командном зачете девушки заняли 1 место, а юноши 3 место. Мы поздравляем вас с победой!
21 марта в филиале состоялись внутриколледжные соревнования «Молодые профессионалы» по компетенциям правоохранительная деятельность и пожарная безопасность. Соревнования проходили по группам, поэтому каждый курсант показал себя в равной борьбе и научился новому. Курсанты Ульяновского филиала колледжа государственной и муниципальной службы не любят сидеть на месте, сложа руки, и когда появляется возможность помочь или провести мероприятие, они с удовольствием возьмутся за организацию. Так, в первых числах марта они проводили акцию «Тонкий лед». Добровольцы прошли вдоль реки Свияги и рассказали местным рыбакам о мерах предосторожности в данные погодные условия на льду. 11 марта курсанты приняли участие в уроке мужества. В ходе мероприятия состоялась встреча с участниками боевых действий в Афганистане, где они поделились своими воспоминаниями о войне, рассказали, как сложилась их дальнейшая судьба и продемонстрировали образцы оружия. Благодарим добровольцев Ульяновского регионального отделения за помощь в организации и проведении такого важного урока. А 12 марта курсанты посетили Ульяновский гарнизонный дом офицеров, где проводилась презентация документов личного происхождения участников локальных войн и конфликтов последней четверти 20-21 веков. В конце месяца для курсантов колледжа компании «Гарант Сервис Симбирск» было проведено обучение по работе с системой «Гарант». Волонтеров познакомили с базовыми видами поиска документов, поиском различной информации и основными принципами анализа текстов и нормативно-правовых актов. Ну а на этом наши новости подошли к концу. Мы призываем всех оставаться дома. Выходить на улицу только при крайней необходимости. Мыть руки, дезинфицировать вещи спиртосодержащими специальными средствами. А также носить маски. Поверьте, общими усилиями мы сможем победить пандемию. Если возьмем все под свою ответственность и будем аккуратнее относиться к своему здоровью. А с вами были мы, Бокарева Кристина и Чернова Елена. Будьте здоровы! До новых встреч!